Взгляд на войну глазами своих дедов. Артисты театра «Камала» подарили своим зрителям необычные видеоролики. В них история их героев, воспоминания о дедах, строки из последних писем с фронта. Получилось ли у актеров театра перевоплотиться в актеров кино, узнала Вероника Гайнутдинова. Во время процесса все пошло, страх появился какой-то, когда уже начали стрелять, когда начал бежать. Все по-настоящему, без спецэффектов. Лес, болото и стрельба. Как в первом и последнем письме от деда Фанура Мухамедзянова. Актер признается, было сложно. Нужно показать дух войны, передать эмоции. Но одно дело театр и совсем другое, когда снимаешь практически художественный фильм. С удовольствием прыгнул в воду, даже нырнул. Эти моменты тоже в кадр не взяли. Конкретного сценария-то не было. По ходу все придумывали. Снимали в лесу, костюмы театра. Дополнительно понадобилась только дымовая шашка. И ребенок. Маленькую девочку можно увидеть в видеовоспоминании актрисы Лейсан Файзулиной. Это младшая дочь другой артистки Гульчача Гайфуддиновой. Пришлось чуть-чуть там ребеночка обидеть, чтобы она заплакала по-настоящему. Видеоролики для зрителей – это уже традиция. Идею придумывают здесь же, в театре. В этот раз их решили посвятить 9 мая под названием «Пусть война останется только в памяти». Эти сезоны ко всем красным дням календаря мы всегда снимаем такие необычные креативные ролики. И это уже стало традицией, и зрители уже ждут от нас каждый раз чего-то новенького. Разумеется, мы не могли пропустить такую важную тему, как праздник Великой Победы, 9 мая. Совсем скоро камаловцы снова порадуют своих зрителей новыми видеороликами. Они будут посвящены театральному фестивалю «Наурuz» и закрытию сезона. Пока все секреты не раскрываются, но известно, что один видеоролик посвятят единению всех театров Казани, что особенно важно и актуально в год театра. Вероника Гайнутдинова, Игорь Романов, ТНВ, Казань.